12-я школа сейчас переживает нелегкие времена. Из-за продолжительного ремонта здесь не звонит звонок на урок, и в коридорах не слышен детский смех. Но, несмотря ни на что, руководство школы устроило масштабную акцию под названием «Мы за зеленый город». Еще о том пойдет сегодня речь, что мы свой дом должны беречь. Экологическую акцию приурочили к юбилею города. 12-я школа имени Федора Белова вообще славится своим экологическим воспитанием. Ребята проводят масштабные субботники, собирают выставки из вторсырья, а деревья сажают каждый год. На этот раз новоиспеченная аллея вдоль школы стала делом рук первоклассников, за что и удостоилась одноименного названия. Нам сегодня было приятно то, что нас поддержали родители, и вот в таком составе пришли, посадили очень много деревьев. Они эти деревья с собой принесли, и мы, конечно, за это благодарны. Но эта акция имеет очень важное значение. Почему? Потому что ребенок не просто посадил дерево, впереди 11 лет. За эти 11 лет первоклассник будет ухаживать за своим деревом и будет следить, и будет смотреть, как будет расти это дерево. Замерзшие, но довольные перваши помогали, чем могли, а весь фронт тяжелых земляных и поливочных работ взяли на себя родители и дедушки с бабушками. Вот так, дружно, буквально за 20 минут пустырь вдоль школы обрел вид аллеи. Во-первых, облагородить район школы – это очень даже хорошо, я считаю. Поэтому, тем более аллея первоклассников, наши дети пошли в первый класс, я думаю, это очень неплохая традиция, скажем так, для того, чтобы они, когда закончат 11 класс, уже могли увидеть, что это вот их руками посаженные деревья. Для внука, для детей. За это приехали копать ямы вот этих, сажать саженцы. Очень хорошая идея у них получилась. Так что будет аллея. В 11 классе они придут сюда. Будем надеяться. Дорастем. Ну, нормальная идея. Что, только пораньше это надо делать. Пока, как говорится, теплее. Все. Ну, вообще, с каким настроением вы сегодня сюда Да, с отличным настроением. Что, для детей-то надо все делать, как говорится. Городская акция «Мы за зеленый город» была проведена совместно с детским эколого-биологическим центром. Его сотрудники пересчитали все саженцы и подытожили, насколько пополнилась зеленая зона города. Сегодня посадили ребята около 100 саженцев деревьев рябины и березы. Зимой, когда вот подрастут потом березы, на них березы и рябины появятся, значит, семена, которыми питаются птицы. На рябине появятся красные ягоды. И будут прилетать птицы свиристели, снегири. Ребята смогут любоваться птицами, потому что, как вы знаете, что охрана окружающей среды и очень важный вопрос. Обычно ребята участвуют во всех экологических акциях, как по уборке территории, так и по посадке деревьев. Надеемся, что к этой акции подключатся и другие школы. Как известно, береза – символ России, а рябина – плодородие. Так что первоклашки и их родители явно не ошиблись с выбором деревьев. Если традиция приживется, то в недалеком будущем 12-я школа обзаведется собственным небольшим парком. Всем на зависть. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.